Добуш берип коюңуздар, урматтуу депутаттар. Парламент Кыргызстана принял закон о легализации казино спустя 10 лет после того, как игорным заведениям был объявлен запрет. Документом устанавливается, что вход в них будет открыт только для иностранцев, а работать в казино смогут лишь на специально отведенной территории в курортной и Суккульской области. Гражданам Кыргызстана будет категорически запрещено играть в казино, а на владельцев заведений, нарушивших ограничения, будут наложены штрафы и аннулированы лицензии. Контроль за исполнением этого пункта будет строгим и наказание за его нарушение суровым, подчеркнул глава Кабмина. Бир дагы киши казиного Кыргызстандын казиносу кирип ойнобойт. Ойной турган болсо лицензиясынан ажырайт. Мына депутаттар сунуш берген экен, биздин атайын инициаторлар ачылып атканда 1 миллион сомдон биз баштап көрөйлү лицензияга сбор, лицензионный сборду деп. Сиздер 1,5 миллион доллар деп атырсыздар, мен ошону колдойм деп атам. Биздин жарандар кире турган болсо лицензиясынан да ажырайт. Керек болсо лицензионный соглашенияга жазып коелу деп атабыз. Оборудованиялардын баарын да алып калабыз. Бөлөктөрдү киргизбешиңиздер керек биздин жарандарды. Биз миграционный службалардан запрос кылдык. Орусиянын кимиси кайсы биздин жарандар, кайсы кишилер жаранды калды деп. Эгерде ошо базадан ыктала турган болсок, биз анда мындай иш аракетке барайлы деп атабыз. Бул эми Орусияда жүргөн биздин жарандар боюнча болуп атат да. Төрөлгөндө биз бир эле гана жолу ИНН беребиз да. Ошо ИНН аркылуу биз кирип атканда ошону контролго алайлы деп атабыз. Ожидается, что от деятельности казино в бюджет поступит как минимум 2–2,5 миллиарда сомов. Запуск игорных учреждений является мерой эффективного пополнения бюджета, считает доктор экономических наук Кубанычбек Идинов. По его словам, играть будут в основном отдыхающие из России, Китая, Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. Вклад казино, бюджет государства будет примерно по расчетам экспертов до 10 миллиардов. Это в среднем такой. 5–10 миллиардов это спокойно, в суммах я имею в виду. Почему? Потому что, с одной стороны, чтобы казино открывать, от 1 миллиона до 1,5 миллиона, в зависимости от региона, будет, значит, они вкладывают как бы свою страховку, поставить деньги на нашем национальном банке. Они деньги будут там храниться. И если нарушается, и за счет нарушения закрывается казино, вот эти $1 миллион сразу включается, как говорится, бюджет государства. $1 миллион по сегодняшнему курсу, пожалуйста, уже 10 миллиардов сомов. То есть наши граждане туда не могут заходить, заходить могут только иностранные граждане. Соответственно, той плохой практики, которую мы наблюдали в 90-е годы, да, когда обычный среднестатистический житель, например, очень привыкнув к этим играм, заходил туда и спускал свои последнюю зарплату, например, да, машину продавал, дом продавал. Вот такие вот негативные явления у нас не ожидаются. Инвесторы заплатят $1,5 миллиона только за лицензию на открытие казино. Кроме того, с каждой единицы технического оснащения для казино, такого как игорные столы и автоматы, будет взиматься налог, что также принесет немалое пополнение госбюджета, рассказывают экономисты. Как и любой, скажем, субъект экономики, казино это является предприятием досуга, организации развлечения. Соответственно, при уплате соответствующих налогов госбюджет, это будет доходная часть государства в любом случае. Другое дело, что у нас данное дело организовывается, скажем, немного с другой стороны, специфически. Если все правильно организовать, я более чем уверен, это принесет, это будет одним из источников пополнения доходной части бюджета. Ранее 20 июня профильный комитет парламента сразу во втором и третьем чтениях одобрил проект закона об игорной деятельности. Большинство депутатов заявили, что поддержат законопроект только в том случае, если будет реализован строгий контроль запрета посещения игорных заведений гражданами нашей страны. Инициаторы законопроекта включили в документ понятия онлайн-казино и виртуальное электронное казино. Но глава Кабмина Акылбек Джапаров обещает разработать механизмы для недопущения участия граждан Кыргызстана в онлайн-играх. Ахмир Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.